Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу бүгүнкү эл аралык форумдун катышуучулары, Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун атынан жана жеке өзүмдүн атымдан бүгүн баарыңыздарга чын жүрөктөн салам жолдоого уруксат этиңиздер. В целом, правовые институты Кыргызстана развивались на фундаменте советского законодательства, модернизируя его под потребности рыночной системы. В этой связи административная юстиция долгое время не находила надлежащей социально-правовой основы. Учитывая это, Институт административной юстиции в Кыргызстане относительно молод, и наша страна только делает первые шаги в этом направлении. Тем не менее, уже имеются определенные результаты. С мая 2016 года был введен в действие новый закон об основах административной деятельности и административных процедурах. С принятием указанного закона и административно-процессуального кодекса можно сказать, что начался новый этап в развитии административной юстиции Кыргызской Республики. Они охватили в себе те положения, которые соответствуют современным требованиям административной юстиции, поскольку при их разработке был учтен опыт стран Западной Европы, таких стран как Германия, Австрия и Голландия, имеющих многолетнюю практику деятельности административной юстиции, а также опыт постсоветских стран – Азербайджан, Армения, Грузия, Латвия, Литва и Эстония, которые сравнительно недавно сформировали отдельное административное судопроизводство, тем не менее, опыт которых весьма полезен ввиду схожести правовых условий. Этот опыт учитывался применительно к особенностям правовой системы и условий Кыргызстана. К примеру, аналогией АПК Германии и с АПК Кыргызской Республики является то, что суд вправе проверить правомерность административных актов, принятых как на основании прямого указания закона, так и по усмотрению административного органа. Помимо этого, по административным делам введен принцип презумпции вины ответчика, согласно которого административный орган должен предоставить суду все имеющиеся у него документы и материалы, которые могут быть использованы в качестве доказательств по делу, и обязан доказать правомерность своего решения, действия или бездействия. Также в действующем АПК Кыргызской Республики закреплен новый принцип объективного исследования, который обязывает суды не ограничиваться объяснениями, заявлениями и предложениями участников процесса, представленными доказательствами и другими материалами, имеющимися в деле, а исследовать все фактические обстоятельства дела, имеющие значение для правильного разрешения спора. Суд самостоятельно, по собственной инициативе или на основании ходатайств участников процесса собирает и другие доказательства. В целом, АПК Кыргызской Республики подробно регламентирует весь судебный процесс по административным делам, устанавливает круг лиц, имеющих право на обращение в суд, подведомственность и подсудность административных дел судам, порядок разрешения дел. Вместе с тем, одним из ключевых направлений судебных реформ является цифровизация судебной системы. В 2025 году были приняты изменения в процессуальные кодексы, предусматривающие переход к электронному судопроизводству. Все вышеперечисленные изменения поспособствовали достижению прозрачности и подотчетности судебной системы, эффективности и доступности судов, а также доверия к судам со стороны общества. Освещая результаты внедрения административной юстиции, административного судопроизводства и цифровизации судебной системы в Кыргызской Республике, хочется подчеркнуть, что в дальнейшем у нас еще очень много нереализованных планов в этом направлении. Кроме того, хотела бы остановиться на тему роли судебной системы Кыргызской Республики в обеспечении прозрачности административных процедур, защите бизнеса и разрешении споров, затрагивающих инвестиционную деятельность. Особую роль играет эффективность механизмов защиты прав инвесторов, среди которых судебная защита занимает центральное место.
Именно суды обеспечивают баланс интересов государства и бизнеса, гарантируют соблюдение принципа верховенства права и формируют доверие со стороны как внутренних, так и иностранных инвесторов. Кыргызская республика демонстрирует постепенное развитие судебной практики в сфере инвестиционных споров. Верховный суд Кыргызской республики играет ключевую роль в формировании единообразия правоприменительной практики и выработке правовых позиций, обязательных для нижестоящих судов. В этой связи для оценки эффективности функционирования судебной системы и уровня защиты прав иностранных инвесторов был проведен анализ судебных дел, рассмотренных судами первой и апелляционной инстанции Кыргызской республики за 2024-2025 годы. Рассматриваемый период судами первой инстанции рассмотрено около 40 дел с участием иностранных инвесторов. Анализ предмета исковых требований показывает, что наибольшее распространение получили следующие категории споров. Это такие споры, как о взыскании задолженности и денежных обязательств, дела о возмещении убытков и морального вреда, корпоративные споры, включая вопросы участия в юридических лицах и оспаривание решений органов управления, споры, связанные с процедурами банкротства и требованиями кредиторов, трудовые споры, включая взыскание заработной платы и компенсации, дела о защите деловой репутации и признании сделок недействительными. Проведенный анализ позволяет сформулировать ряд ключевых выводов, которые в совокупности дают более глубокое представление о состоянии судебной защиты прав инвесторов в Кыргызской республике. Прежде всего, обеспечен реальный доступ к правосудию. Инвесторы не только выступают истцами, защищая свои нарушенные права, но и активно участвуют в процессах в качестве ответчиков. Это свидетельствует о том, что судебная система воспринимается как действенный и доступный механизм разрешения споров, а также о наличии определенного уровня доверия к национальным судебным институтам. Возможность полноценного участия в процессе, реализации процессуальных прав и получения судебной защиты является одним из базовых критериев благоприятного инвестиционного климата. Судебная практика в целом носит устойчивый характер. Значительная часть судебных актов остается без изменений по итогам апелляционного пересмотра, что указывает на качество рассмотрения дел в судах первой инстанции. Такая стабильность формирует предсказуемость правоприменения, которая имеет принципиальное значение для инвесторов при оценке рисков и принятии решений о вложении капитала. В целом, результаты анализа свидетельствуют о том, что судебная Кыргызской республики обеспечивает не только формальную, но и фактическую защиту прав инвесторов. Создаются условия для прозрачного, предсказуемого и справедливого разрешения споров, что является одним из ключевых факторов инвестиционной привлекательности государства. Стабильность судебных решений, разнообразие категорий рассматриваемых дел и активное участие инвесторов в судебных процессах выступают важными индикаторами развития правовой среды. Эти факторы в совокупности подтверждают положительную динамику в укреплении института судебной защиты и формировании благоприятного инвестиционного климата в стране. Вместе с тем, несмотря на указанные позитивные тенденции, сохраняется ряд системных проблем. Во-первых, наблюдается различие в судебной практике между государствами. Подходы к разрешению корпоративных споров, вопросам ответственности органов управления юридических лиц, а также применению мер гражданско-правовой ответственности могут существенно различаться. Это обусловлено как различиями в национальном законодательстве, так и уровнем развития судебной практики в каждой стране. Во-вторых, остается актуальной проблема отсутствия достаточной унификации правоприменительных подходов. Несмотря на общие принципы инвестиционного права, их толкование в разных юрисдикциях может существенно отличаться. Это создает правовую неопределенность для инвесторов,
осуществляющих деятельность сразу в нескольких государствах. Таким образом, несмотря на общую положительную динамику развития судебной защиты инвесторов, дальнейшее совершенствование данной сферы требует сближения правоприменительной практики между государствами, развития специализации судей по инвестиционным и экономическим спорам, расширения институционального обмена судебным опытом, укрепления механизмов взаимодействия высших судебных органов стран-участниц. Считаю, что реализация указанных направлений позволит сформировать более согласованную, современную и эффективную систему судебной защиты инвесторов, что будет способствовать укреплению инвестиционной привлекательности государства в целом. Уверена, что совместная работа будет способствовать формированию более прозрачной и справедливой правовой среды, обеспечивающей надежную защиту прав инвесторов и устойчивое экономическое развитие наших государств. Подводя итоги, хочется еще раз отметить, что эффективная судебная защита прав инвесторов является важнейшим показателем зрелости правового государства и устойчивости его институциональной системы. Кыргызская республика обладает необходимыми правовыми предпосылками для обеспечения надлежащего уровня защиты прав как национальных, так и иностранных инвесторов. Хочу еще раз поздравить наших казахстанских коллег с юбилеем административной юстиции Казахстана. Также хочу искренне поблагодарить за возможность представить данный доклад и выражаю готовность к открытому и конструктивному диалогу. Сотрудничество и обмен опытом между государствами являются важнейшими условиями дальнейшего совершенствования механизмов судебной защиты прав инвесторов. Мы убеждены, что только объединяя усилия возможно выработать результативные и современные подходы к разрешению инвестиционных споров. Уверена, что совместная работа будет способствовать формированию более надежной и открытой правовой среды, обеспечивающей всестороннюю защиту прав инвесторов и устойчивое экономическое развитие наших государств. Баршаңызға жемісті жұмыс, табысты пикир алмасу және форум жұмысына сәттілік тілеймін. Назарларыңызға рахмет.